Исәнмесез, кадерле дуслар! Без сезнең белән очрашуга шатбыз. В эфире телеканала ОТБ программа «Нани инженер. Маленькие жемчужины». И сегодня нас ждет спортивный этап конкурса. На спортивной площадке школы 81 шумно и многолюдно. Им предстоит доказать: спорт – верный спутник каждого от мала до велика. Он не только дарит здоровье и хорошее настроение, но и учит честной борьбе и умению действовать в команде. Словно ярко-желтые цыплята, они галдят в нетерпении. Всем хочется узнать, кто же станет лучшим. Но прежде чем судьи назовут имя победителя, им предстоит выдержать серьезные испытания. С таким же нетерпением старты ожидают родители. Сегодня они самые преданные болельщики. Сами сочиняли кричалки и рисовали плакаты. İsmail Sili Tatarça, ул Tatarça сөйләшә. Инжелер бәйгесендә ул җиңүгә ирешә. Одна из задач конкурса – объединить семьи и разные поколения. И сегодня это, похоже, получилось. Мы видим, насколько этот конкурс вовлек не только детей, но и членов их семей. Наши родители сегодня были самые лучшие болельщики, самые лучшие фанаты всех участников соревнований. Посмотрите, какие плакаты интересные они рисовали, какие кричалки они приготовили. Они искренне болели за каждого из участников. Они просто молодцы, но самые замечательные родители, потому что они готовы помогать своим детям 24 часа в сутки. Вместе с ними они что-то мастерят, они учат стихи, они изучают танцы, они поют, они рисуют. И сегодня им огромная-огромная благодарность. Наши родители просто супер. Ну что ж, мы начинаем. Большая часть состязаний родом из Сабантуя, значит, веселым забавам уже более 1000 лет. Например, эстафета с ложкой и яйцом. Сложно, но у некоторых все же получается доставить яйцо к финишу целым и невредимым. Я не волновалась, просто шла. Это было несложно, так как просто ложку надо ровно ставить и зажимать зубами. И аккуратно идти, положить яйцо на глубину, чтобы оно не упало. Макс, начинай. А теперь еще одно традиционное народное состязание – прыжки в мешках. Тут уже важно, чтобы сами дети не пострадали. Надо было аккуратно прыгать, чтобы не упасть. И надо было хорошо прыгать дальше и дальше. И надо было вот так по прыжкам чуть подальше прыгал, чтобы к финишу подойти. Кто хочет убедиться, что это действительно трудно, может попробовать сам. Тем более без этих состязаний не обходится ни один татарский деревенский праздник. Сила и ловкость могут очень пригодиться в жизни. Пример этому мы можем найти в сказке Габдуллы Тукая. Давайте узнаем историю мышонка, попавшего в молоко. Историю об упавшей в молоко мышке слышали многие. Габдулла Тукай сумел превратить ее в поучительное стихотворение для детей. В жизни, как и в спорте, главное – характер. Никогда не стоит отчаиваться раньше времени и опускать руки. Именно этому нас учит великий татарский поэт. Ничектер белмимен, бер көн идән асты кышы тычкан, егылган да келәттә
bir табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп карый табакта орлы, бирле, һич чыгып булмый. Сыек сөт бит, бата, һич тә табактан ычкынып булмый. Йөри тышкан йөзәдер, тик торып булмый, йөрәк түзми. Йөзәдер аркылы буйга, котылмак өмет изми. Тырышма бушка китми бит. Бираздан соң була уңай. Бу тышкан шул кадәр йөзгән, куйырган сөт тә булган май. Хәзер бит батмый, тышкан киерилеп майга аяк баскан, сикергән дә табактан ул чыгып, үз урынына качкан. И карындаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат. Ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт сөббат. Наши участники тоже сдаваться не собираются, хотя чем дальше, тем сложнее становится состязание. Впрочем, они готовы поспорить. Это задание было очень легкое. Надо было пробежать с 3 мячами и передать другому по команде. А теперь к мячам добавилось коромысло. Это соревнование оказалось самым сложным. Не спуская коромысла с плеч, нужно положить мячики в ведра, пройти половину дистанции, вытащить непослушные мячи и вернуться обратно. Но руки значительно короче коромысла. С каким упорством они пытались справиться, не отступая назад, демонстрировали настоящий спортивный характер. Эти необычные спортивные снаряды не только значительно прибавили им лет, но и серьезно затруднили обзор. И как им удается справиться так быстро? Было очень легко. Все было видно через рот. В зачет шли только личные результаты. Об этом юные спортсмены, кажется, забыли. Друг за друга они болели всей душой. Спорт – это еще и азарт. Ничто не способно подарить настолько яркие эмоции и настоящую радость победы. Бүгінгі спорт этабы бик матур, бик көңілі өтті. Чөнки көне дә матур, кыяшлы. Балалар инде үзләренең булдыклыкларын бик матур итеп күрсәттеләр. Алар бөтен этапларда да, бөтен номинациядә да җиңүчеләребез бар һәм балаларыбызның үзенең сәләтле икәннәрен тагы бер тапкыр исбатладылар.
Без призов и подарков в этот день не остался никто. И вполне заслуженно. Жемчужины и батыры продемонстрировали настоящую волю к победе. Абсолютным победителем соревнований стал Тимур Закирьянов. Наверное, потому что я хожу на разные занятия. Например, на дзюдо, лыжи и ходил на акробатику. И победы, и поражения наши участники приняли достойно. Искренне надеемся, что впереди у каждого из них большое спортивное будущее. И даже если они не займут пьедесталы мировых чемпионатов, то спорт станет их добрым спутником на всю жизнь, а волю к победе они будут проявлять всегда. Безнең программа шуның белән тәмамлана. Яңа очрашулар көтеп калабыз. Сау булыгыз! А в следующей программе мы пригласим вас на грандиозный финал наших конкурсов. На сцену выйдут не только жемчужины и батыры, но и маленькие капельки. Как за считанные минуты можно очутиться в сказке? Где найти золото Булгара? И главный вопрос – кому достанется победа? Об этом расскажем ровно через неделю.